Да, как подумаю, если по берегу тащить, а в одиночку нереально. Только по озеру попробовать на лодке. Блин. Там вообще валежников каждые 2 метра. Да и коряги вон. Здесь подъем-то лучше. Там вообще гибель. Очень тяжело, думаю, будет. Так. Все сыро сейчас. Очень сыро после дождя. Прям хорошо промочило. Вот так. Ну вот. Дошли. Доехали, дошли. Чё там за ракорка? Там я закрыл прошлый раз. Как будто знал. Чтоб дождь не попадал. Вот дожди были. Но не скажу, что очень сильные. И здесь не смыло эту глину. Чё там за ракорка? Ну вот. Вот, смотрите. Бутылка водки появилась. Кто был тут, я знаю, мне звонили. Так что в избу заезжают. Я тут не один. Удовская водка. Вот. Тут, ну, в принципе, ничего не поменялось, не подсохло, ничего. Здесь должен стоять буржуйка. И вот сегодня я этим займусь. Целый день я буду этим возиться. Самое главное до избы дотащить. Тут мусорный мешок. Мы, говорит, не знаем, куда выкинуть. Вот тут мусорный мешок. На будущее. Так, раздеться. И пока не жарко, надо сходить к речке. Вот. Крошки хлеба. Они тут ели, отдыхали. Как мне писали, как мне по телефону говорили. Прохладно в избе, вообще прохладно. Снял трико, а кофту снимать не стану. Пока в данный момент не скажу, что мне жарко. Так. Сегодня вместо термоса взял минералку. Тоже сыктывкарский. Очень вкусная минералка, между прочим. И в жару, скажем, удалять жажду лучше, чем лимонадом или же еще сладким чем-то. Надо в жару пить горячий чай или вот такую минералку. Прям шипит. Ух. Хорошо. Ладно, давайте сходим. В первую очередь попробуем с печью разобраться. Шапку поменяю тоже. Вот. Это оставим. Так. И рукавицы. Перчатки-то есть, оденем. Надо бы
4-метровая доска одна хотя бы нужна была бы. Корыта нету, ничего такого нету. Блин. Тут одна лодка. Как бы я укоротил. Там где-то метр, наверное. И сейчас еще сходим ко второй лодке. Я этой лодкой давно уже не пользовался. Отремонтировал, в принципе, тоже. Позапрошлом году, наверное, а так и не пользовался. Где-то он подальше. Тут березовая роща рвет, смотрите. Где-то гектар, наверное. Примерно одна береза тут растет. Березовый сок можно здесь тоннами гнать. Вот. Очень длинные, высокие. Вообще высокие березы. Ну вот я тут брожу и начал уже потеть. Вот так вот. Так, как-нибудь с этими двумя лодками может что-то получится. Но этот подлиннее, поустойчивее, наверное, думаю, будет. Так, тут, оказывается, еще весло было. Я не помню про это. Это старое гнилое весло уже все. Капец. Когда ремонтировал эту лодку, наверное, вот тут было. Гайда еще там облаяла кого-то. Там или лось, или медведь прошел, блядь. Тоже напугал меня. Когда без оружия, как-то все равно не по себе становится. То с оружием ты герой. Но при опасности почему-то тоже оружие бывает и забываешь, что в руках у тебя. Так. Вот так вот. Так. Ну, блин, тоже, скажу вам, не очень. Не очень. Выдержать нет потом нас двоих. Или же двумя этими придется. Двумя лодками. Попробуем. Но этот лучше идет. Та лодка как резиновая. Вообще, чем длиннее лодка, тем лучше идет.
ту лодку осенью куда-нибудь на другое озеро. Как сказать, перекину, где вот караси водятся, туда отвезу и там оставлю. Это сейчас так получилось, что у меня две лодки тут. Так. Раньше вплотную я занимался рыбалкой. Сейчас уже еще стал меньше рыбачить. Так, это, наверное, сюда оставлю. Так, лучше, наверное, приподнять выше, чтобы здесь загрузиться. И потом газку. Фу, попробуем. Так. Где мои 17 лет? На большом корытном. Где мой черный пистолет? На большом корытном. На большом корытном. Ой, блядь.
Ну вот, потихонечку, не спеша. Ну что, ребят, один уровень пройден. Придется так вот волоком и тащить до лодки. Не близко. Будет тяжело. Но если я один смог из лодки вытащить, потащу и дальше. Как бы там ни было. Фу. Вот что-нибудь надо постелить. Как бы... Ай, блин. Чтобы легче скатилось. Доски надо. Пипец. Тяжело. Что-то надо думать.
что, зрители? До лодки дотащил. Запарился конкретно. Не знаю, как подъем до избы я буду поднимать. Сейчас надо выехать. И потихоньку, не спеша. Одно неловкое движение, и можно перевернуться и печку утопить, и все. Озеро глубокое, очень много коряг. Ну, потихоньку дело идет, в принципе. Дальше будем. Там доски подложим. Ну, как все будет. Смотрите дальше. Самое страшное — это по озеру плыть сейчас. Вот так. Так, интересно, перегруз там уже есть, нету. Да, терпимо. Вроде терпимо на колени встать. Иначе удачи не видать, ребята. Ценный груз везем. Сейф. Отопление. О, в принципе, на лодке-то быстрее. Легче. Не быстрее, а легче. Скорости я пока не чувствую. Все держит. Еле. Тут мелководье, блин. Застряли уже мы. Там пенек. Кругом коряги. Смотри, все держит, блядь. Что за хуйня там? Не грустите. Не грустите. Не грустите. Тарарай. Раньше так я перевозил кирпичи, доски, стройматериалы. Когда строился, все по этому озеру. От реки сделал избушку в стороне. Мне нужен покой. Я хочу в тайге быть один. Если возле речки сделать, конечно же, удобнее. С одной стороны, удобство — это такой груз перевозить или еще. Я далеко сделал от реки, чтобы люди ко мне меньше заходили. Я хочу быть один, отдыхать в избе. Суета, все остальное — это большая компания, это дома. А в тайге ты должен быть один. В полном одиночестве. Вот тогда ты отдыхаешь. А шум, гам — это компания. Каждый второй курит. По десятке человек мы в избах ночевали раньше. Это. Я от этой темы отошел. Вот. Тяжело одному, но зато спокой. Тишина. И независимость. Самое главное. Ни от кого не зависишь. Ладно, плыву я дальше, ребята. Вот смотрите, сколько грязи на воде сейчас после дождя. От березы, но оно все так это. Действительно. Пыльца идет. О, бля. Финишная прямая. Здесь надо как-то припарковаться. Ух, здесь тяжело мне будет, очень тяжело. Подъем, знаете, какой вон. Я сколько раз ходил за водой, снимал. Пипец тут. Тут полная задница.
Самое главное, доплыли мы. Там изба уже. Вот. Тут озеро сужается. Вот такие дела. Фух. Ну, если в другой лодкой я бы не смог сюда доплыть. Он слишком маленький для такого груза. Тяжелый, блин. В горле пересохло все. Так, сейчас, наверное, выгружу и пойду попью что-нибудь, пока не сдох. Между прочим, синоптики-то угадали с погодой. Они показывали именно тепло, теплые дни сейчас. Пока все окей. Опа. Давай домой. Домой. Так. Дверь сейчас будет мне мешаться мне будет. Дверь я снял. По съемным, именно съемным делал, чтобы, если что, подремонтировать. Смотрите, вот через что я буду тащить дальше его. Должны понимать, что такое тут. Надо доску какую-нибудь подлиннее. Здесь подъем ужасный. 45 градусов, блин. Так, ладно. Это надо отдохнуть капитально. Потом уже заняться печкой. Фух. Так. Мужики, наверное, вот тут костер они разжигали. Надо мангал установить сегодня. Более-менее сыро. С костром веселее. Так. Фу, сейчас попью вот этот минералку. Честно, запарился я. Хорошо, что с утра прохладно было. Сейчас посветлело. Солнце попадает в окна, вон как я вижу хоть. Ну, тут сыро, ужас. Балатень. Ладно, я отдыхаю.